присутные были в масках. И вот вся экскурсия по этой выставе проходила в масках. Да, и никто ничего особливого и такого не отчув. Это до чего я веду, что тут значно больше приемные умовы для экспонования, и я сподіваюся, что я еще подойдет трошки. Зинаида Васильевна так шмат рассказывала галилейских музыкантов, с которыми она пересекалась из молодости, что в некий момент часу нам захотелось в проектах самого больше довидаться, створить некую объемность да, в этих танцев, которые были один записаны, альбо найгорші піранята. І ми тоді почали цигані спочатку Зинаиди Васильевны, неких фотознимки, а потом проехались по районе, Матьковцы и ее родная вёска, и в околице, и почали шукать этих фотознимков. Некоторые из этих музыков, до речи, живут и зараз, и уже не играют, это уже люди, которым 80 годов. Некоторых времени загадковый лес, они переехали в Солиорск, потом вернулись, и потом снова пропали вместе с них, леда, потому что лесы вёсковых музыкантов не просто. Ну, начинается наша экспозиция с дитячих знимков Зинаиды, и они комментаров не потребуют, але... И вот той самый первый гармоник, про который рассказывала Зинаида Васильевна, это уже не первый. Первый. Я недавно рваная была древка другого, это вот оттуда. А Василий мне зрадил, золотой. А бочки то и не мать? Бочку мать поставила. Бочки на фотце нема, зато ее стоит тетка, которая била вас у плечи, так? Где? Да, покажите тетку, Зинаида Васильевна. Вот это тетка моя, а это мамка моя, это старейший брат Василий, аккордеонист, а это Сережа, это Миша, Федя помер. Я из Бринята. А вот на этом снимку Зинаида Васильевна уже у 60-х годах, уже готовый музыкант. Она, правда, так и не признается, что это была за импреза. Я чему-то пыталась... Фестиваль увез. Ну это не 1 мая, нет? Нет, фестиваль это увез уже. У червені месяца завсёды. А что, до чего он Это приурочен? когда щелба кончается. Ага. У червені тогда уже совхоз отсеемся, люди отсеялись. И тогда называется выники подводятся. Вот довольно редкий сдымок, который мы у Щабровки второй Зинаиды Васильевны подбрили. На им аж сборная. Юнцевич, Жмёцка там. Да, у Юнцевича недалеко, я так понимаю, там Королёва, Юнцевича побач, да. У На им Королёве жили забег. На ім представлены два пакалення музыкантаў. Это яшчэ быў той час, калі старыя музыканты спрабавалі падладзіцца пад маладзейшых, а маладыя спрабавалі іграць са старымі, тому што ёсць даволі ўжо не малады скрипач з вёскі Матькаўцы Новік, сусед Зинаиды Васильевны. Зимя играл в России. І значна больш маладыя, ну бачите, этому чалавеку там уже явно за 45, хутчэй за ўсё 50 гадоў, а тут зусім саплівыя 16-гадовыя пекункі. Пекунки, да. Так. Довольно вядомы ў тым рэгіёне сямейны гурт, у котором было 6 музыкантаў. Семья вся. Да, вся сям'я іграла, у тым ліку і жанчыны таксама з дзяцей. Чым іхні бацька, заснавальнік Зянон, быў зусім не музыкальным чалавекам. Продюсер был? Ну, выглядае, што прадюсер. Там свая цікавая вельмі гісторыя, ён быў вельмі канфліктны, там сварыўся весь час з калгаснымі ўладамі, да, але ну, вот дзеці ўсе пайшлі музыканты, не все яны разам ігралі, это не выглядае так, як мы зараз уяўляем сямейны калектыў, это калі все выстроіліся, 6 чалавек і все разам іграюць. Это то, что у клубным фольклоре зараз так, а там просто яны ігралі на замену адзін аднаму. І класічны склад все роўна заставаўся вілейскі, а класічны, наколькі я разумею, народны склад уже пазнейшых часоў, апошніх 50, это гармонік альбо баян с цымбаламі. И вот галоўныя инструменты были такие, поэтому скрипка отошла вельмі хутка, и застались аккордеон, баян, гармоник, ці цымбалы. Вот, и они между собой не завсёды бывали. Гурт это назывался, прозвище ихное было Путрич, это вилейское прозвище, але называли их все пекунки. Я долго не мог... Да. Я долго не мог зразумець, чому их так называют, но только одна из их далеких сваёчек сказала, ну, потому что они вельмі пекли, калі играли, то есть мать шалёна, да, шалёна играли. До речі, яны володали так само и этой мясцовой традицией грання с пищиком. Правда, тут это называлось... Это называли пленкой чомусь, да, это коли на аккордеоне играешь и подыгрываешь себе еще этой самой... Это вы брали пленку, зловжишь просто не так. И вот приблизно с такого взроста они начинали на весельях играть и зараблять. Я думаю, что этому вице, пекунку тут может быть каких-нибудь, ну 15-16 годов. Не помню. Нет, 14. На вот
собрать их разом, нема такої фотки, де ці утрички і пекунки разом ще. Тобто такої фотки нема, ми не знайшли. Я не поособку. От хтось із їх грає на цимбалах, хтось грає, грає на баяні. Тут є некий зальот. Ты не пишешь.